Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Что делать и как вести себя при обнаружении самодельного взрывного устройства, взрыве и захвате заложников террористами? На территории Инты проведена командно-штабная тренировка по установлению разных уровней террористической опасности. Интинцы приносят одежду, медикаменты и продукты питания для мужчин, призванных по частичной мобилизации. На базе автошколы ДОСААФ развернулся пункт сбора помощи. Оденем солдат в теплое. Интинские мастерицы вяжут теплые вещи, которые будут переданы участникам спецоперации. В течение 2 дней в Инте проходила командно-штабная тренировка по установлению уровней террористической опасности. На практике руководство округа, учреждений и предприятий отработали план мероприятий при угрозе возникновения террористического акта. По легенде учений в муниципалитет поступила информация о том, что в городе возможно проведение террористического акта одной из международных террористических организаций. 12 октября условно был объявлен синий уровень опасности. Напомним, что всего существует 3 цвета угрозы – синий, желтый и красный. У нас в южных субъектах, в Крыму, в Белгородской области, там уже введен, причем давно введен, желтый уровень террористической опасности. Полномочий и по организации работы по синему и желтому уровню – это антитеррористическая комиссия муниципального образования. Красный уровень – это уже либо контртеррористическая операция идет, либо это непосредственно уже совершается террористический акт. И здесь уже все бразды правления. У вас есть, соответственно, у вас отдел ФСБ, да? Здесь? Отделение. Значит, начальник, руководитель группы, вот это, вначале они раньше назывались оперативный штаб, а теперь оперативная группа. Муниципальная оперативная группа. Да, руководитель, соответственно, начальник отделения. И в его полномочиях там уже работа по красному уровню. В рамках разработанного плана мероприятий было решено провести проверку объектов массового пребывания людей, в общественных местах выставить патрули, проводить усиленный досмотр пассажиров на вокзале и аэропорту, усилить охрану объектов жизнедеятельности города и своевременно информировать население. Действия органов местного самоуправления и руководителей городских учреждений оценивала приезжая комиссия Сыктывкара. Я думаю, что нет никакой необходимости сейчас говорить о своевременности, целесообразности и еще о чем-то вести речь. Мы с вами, наверное, все смотрим ежечасно новости, видим, что происходит в центральной части России, что может происходить у нас, поэтому мы с вами должны быть готовы во всеоружии и принимать превентивные меры для того, чтобы, по крайней мере, ослабить возможные последствия террористических актов. Ну и, соответственно, для проведения командно-штабной тренировки прибыла комплексная группа. Командно-штабная тренировка проходила в течение 2 дней. За это время уровень террористической угрозы сменился с синего цвета на желтый. Были введены дополнительные меры безопасности. Сегодня ночью в Инте состоятся проводы первой группы мужчин, призванных на службу в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Торжественное мероприятие, посвященное отправке резервистов из Приполярья, пройдет на площади Комсомольская возле монумента Славы Клятва в 23 часа 30 минут. Принять участие в проводах, пожелать землякам удачи и скорейшего возвращения домой с победой могут все жители округа. За несколько дней до отправки добровольцев и призванных по частичной мобилизации в Инте открылся пункт приема одежды, продуктов питания и медикаментов. Интинцы, как и большинство жителей страны, хотят поддержать своих защитников и помочь им собраться в дорогу. В автошколу ДОСААФ люди принесли огромное количество вещей, которые могут пригодиться военнослужащим. Для пункта сбора в автошколе выделен отдельный кабинет. На учебных партах медицинские средства и лекарственные препараты. Из одежды – нательное белье, шапки, перчатки, баллоневые штаны, носки. Горожане купили кнопочные мобильные телефоны, налобные фонарики, туристические коврики, стельки и шнурки для обуви. Мыло. Из еды разные мясные и рыбные консервы, кофе и сок. Люди в Инте, так же как и в Печоре, Ухте, собирают вещи мобилизованным. Я считаю, что это очень большой плюс. Помощь граждан Инты, так или иначе, даже такими мелочами, как перекись водорода, это большой плюс. Во-первых. Во-вторых, те мобилизованные, которые уедут, если они видят, что о них заботятся, им будет легче служиться.
На призыв принять участие в благотворительной акции по сбору помощи мужчинам, призванным в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией, откликнулось огромное количество интинских семей, пожилых граждан и трудовых коллективов. Сотрудники Интинского городского суда, войсковой части, городской администрации, управления социальной защиты населения, ДОСААФ, учреждений культуры, предприниматели закупили то, что посчитали не будет лишним и может пригодиться добровольцам и призывникам по мобилизации. Несмотря на то, что мобилизованные будут обеспечены в части всем необходимым, у каждого есть личная потребность. И для этого был организован пункт помощи в Инте, в нашем здании. Очень было приятно, что на этот зов откликнулись горожане, организации, физические лица. Мы очень благодарны всем за их отзывчивость. Приносили различные личные предметы гигиены, лекарства, не скоропортящиеся продукты. Спасибо всем большое. И многие мобилизованные уже подходили, находили все, что им нужно, и надеемся, что и другим это пригодится. Поэтому пункт сбора продолжает свою работу. Вы можете приходить к нам с 8 до 5, с понедельника по четверг, в пятницу до обеда. Звоните по нашим телефонам, уточняйте, будем всем рады ответить. И сейчас мы должны быть все едины, друг другу помогать, поэтому мы будем вместе. Присоединиться к акции могут все желающие. Пункт сбора одежды, продуктов питания и медикаментов для защитников нашей Родины будет работать и после отправки мобилизованных интинцев. Проводы мужчин состоятся в ночь с 13 на 14 октября. Жители Коми, призванные по частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение правительства региона подписано 10 октября. В одном из видеообращений глава республики заявил, что единовременные денежные выплаты получат как добровольцы, так и призванные по частичной мобилизации. Напомним, в Коми принят ряд мер поддержки призванных по мобилизации граждан и членов их семей. Призванные могут получить нотариальную помощь на льготных условиях и в ускоренном режиме. Граждане, желающие побыстрее зарегистрировать отношения, при наличии повестки могут заключить брак в день подачи заявления. Правительством республики проводится работа по закупке обмундирования для призванных по мобилизации дополнительно к тому, что будет обеспечено Министерством обороны Российской Федерации. По всем вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации, можно обратиться на горячую линию по номеру 122. Для родных и близких призванных по мобилизации организована горячая линия Минтруда Коми 8 912 141 42 00. Об ошибках по поводу призыва во время частичной мобилизации можно сообщить в республиканское отделение ОНФ в Сыктывкаре по номеру 8 8 212 21 56 67. С огромной любовью, заботой и глубочайшим уважением к нашим защитникам интинские рукодельницы вяжут теплые вещи для военнослужащих. Солдатам, которые живут в условиях далеких от комфорта, пригодятся носки, шарфы, кофты и варежки. Каждая петелька связана мастерицами с любовью, в надежде, что бойцы вдали от дома почувствуют ее и им станет теплее. 4 октября Центр национальных культур запустил акцию по вязанию теплых вещей «Оденем солдат в теплое». Такие акции в поддержку российских военнослужащих проходят сейчас по всей стране. Сотни, если не тысячи женщин взялись за спицы, чтобы отправить на фронт тепло своих рук и сердец. Интинцы не остались в стороне. Одеть солдат в теплое в преддверии холодов сейчас одна из первых задач. Мы попросили горожан приносить готовые изделия, а также шерсть для вязания теплых вещей, носочков, перчаток, варежек. Горожане откликнулись охотно, приносили вещи теплые, тут и кофты, и носочки, в основном больше носочков покупных, потому что для вязания, наверное, надо больше времени уделить, поэтому в основном приобретенные в магазинах изделия пока принесли. Также подключились сельские дома культуры, они принимают изделия в домах культуры по режиму работы. Инициаторами акции выступили представители клуба декоративно-прикладного творчества «Мастерицы» при Центре национальных культур и интинское представительство МОД Коми Войтер. В учреждении организован сбор готовых вязаных изделий, таких как носки, перчатки, шапки, шарфы и даже свитера.
Помимо этого, сотрудники ЦНК принимают шерстяные нитки и пряжу, из которых в дальнейшем будут связаны теплые вещи. Уже сейчас любой желающий интинец, не имеющий возможности приобрести пряжу, но обладающий золотыми руками и огромным желанием оказать посильную помощь, может взять нитки в Центре национальных культур и принести позже уже готовое изделие. В носочки и перчатки вкладывают записки, иконки, письма, открытки с добрыми пожеланиями и глубокой признательностью, изготовленные интинскими школьниками, воспитанниками кружков Центра внешкольной работы. Помогли и подключились ребята. Они написали такие теплые, трогательные письма солдату. Своими руками изготовили из бисера небольшие такие фигурки. Мы думаем, что для солдат будет очень приятно, когда они будут выбирать себе вещи, нужные себе вещи. Будет очень приятно увидеть вот такое трогательное письмецо. Уже сегодня, спустя неделю после старта акции, неравнодушные интинцы принесли порядка 2 или 3 десятков пар вязаных носков, перчаток, несколько шапок и пару свитеров. Еженедельно сотрудниками Центра национальных культур все собранные вещи будут передаваться в пункт приема помощи для мобилизованных при ДСААФ, где каждый призванный на службу интинец сможет подобрать себе необходимые вещи. Благодарим тех, кто откликнулся, кто принес. У нас интинцы очень скромный народ. Они даже приносят, не называют своих имен. Также приняли участие в акции сотрудницы Центра национальных культур, представительство Моткоми Войтыр, горожане, интинцы, женщины. Мы благодарим всех. Также большая благодарность педагогам Центра внешкольной работы, которые подключились и изготовили с ребятами письма. В это тревожное время, я думаю, что мы на своих местах делаем все, что каждый может. Готовые вязаные изделия и пряжу можно приносить в Центр национальных культур и сельские дома культуры. Интинцы, давайте оденем наших солдат в теплое. За 9 месяцев текущего года в нашем городе родилось 104 ребенка, из которых 60 – это мальчики. Было заключено 86 браков и зарегистрировано 110 разводов. Эти и другие данные приводят сотрудники Интинского ЗАГСа. Если сравнить нынешний год с прошлым, то статистика органов ЗАГСа отличается незначительно. Лишь несколько категорий разнятся. Было зарегистрировано на 22 брака меньше, а вот разводов стало на 20 больше. В отчетном периоде снизилась смертность. За 9 месяцев разница составляет 64 человека. Отделом ЗАГСа города Инта зарегистрировано в 2022 году 629 актовых записей. В 2021 году было зарегистрировано 719. Вообще по видам услуг. Рождений в 2022 году зарегистрировано 104, в прошлом году было 111. Мальчиков зарегистрировано 60, девочек 44. Заключений брака произведено 86, в прошлом году было за 9 месяцев 108. С сокращением срока проведено 33 регистрации брака. Сокращение сроков регистрации брака – это возможность паре узаконить свои отношения сразу же, не выжидая месяц со дня подачи заявления. Заключение брака – это очень ответственное решение в жизни каждого гражданина и очень памятная дата для всех влюбленных. Поэтому регистрация должна проходить в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации, для того, чтобы брак не был признан недействительным. Брак регистрируется в соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации через месяц, не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления. Срок может сокращаться. Это рождение общих детей с регистрацией установления отцовства, это беременность будущей супруги, ну и если есть угроза жизни одному из вступающих в брак. Такой угрозой сейчас признана и частичная мобилизация. Для того, чтобы сократить срок, гражданам необходимо обратиться в отдел ЗАГСа, оплатить госпошлину, подать паспорта и предъявить повестку.
Получить услуги ЗАГСа можно посредством электронных ресурсов. Через интернет, не выходя из дома, можно подать заявление или заказать необходимый документ, а потом в удобное время забрать его. 30–40% обратившихся интинцев выбирают именно такой способ и оформляют заявление через портал госуслуг. Заявление на регистрацию брака посредством портала государственных услуг. При этом предоставляется скидка на уплату государственной пошлины. Она будет составлять не 350 рублей, а 245. Единственное, только портал не предоставляет сокращения срока. Для того, чтобы сократить срок, нужно обратиться непосредственно в отдел ЗАГСа на прием. В этом году 16 человек обратились в Интинский отдел ЗАГСа с просьбой сменить имя. Кстати, сотрудники учреждения ведут статистику, какие имена среди новорожденных города являются самыми популярными и редкими. Самые редкие сначала имена, которыми назвали мальчиков, это Елизар, Ратибор, Назар, Дарьян и Оскар. Интересные имена, не так часто тоже встречающиеся: Святослав, Мирослав. Мирославами назвали двоих мальчиков: Тихон, Демид и Тимур. Часто встретившиеся за 9 месяцев – это Артем, Дмитрий, Михаил и Ярослав. Из девочек редкие имена: Амилия, Агата, Мирелла, Мелиса, Юнона, Малика. Интересные имена, тоже не так часто встречающиеся, но красиво звучащие: Есения, Анжелика, Майя, Нелли, Эвелина, Лилия. Часто встретившиеся в отчетном периоде – это Дарина, Ксения, Мия, Полина и Елизавета. Граждане часто обращаются в ЗАГС. За 9 месяцев было дано почти 2000 ответов на запросы интинцев и различных организаций. Помимо регистрации актов гражданского состояния, отделом ЗАГСа выдаются повторные документы, первичные документы, справки, ответы на запросы граждан организаций. Также проводятся торжественные регистрации браков, и можно зарегистрировать торжественно рождение ребеночка, а также чествовать юбиляров совместной жизни 15, 20, 25 лет. Пожалуйста, обращайтесь, приходите в отдел ЗАГСа. Территориальный отдел ЗАГСа в Инте ведет прием по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14, в пятницу с 8:45 до 12 часов. Телефон для справок 60755 и 61079. Где и в какое время можно сделать прививки? Насколько безопасно вакцинироваться от гриппа и ковида одновременно? Или лучше выдержать интервал между процедурами? Стоит ли ревакцинироваться, когда пандемия коронавируса идет на спад? Медики Центральной городской больницы ответили на многочисленные вопросы интинцев. На базе Интинского филиала Республиканской общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему вакцинации. В мероприятии приняли участие специалисты Интинской центральной городской больницы, заведующий поликлиникой номер 1 и помощник врача-эпидемиолога. Звонки от интинцев начали поступать с первых минут прямой линии. Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию, слушаем вас. Здравствуйте, я бы хотела поинтересоваться, почему необходимо вакцинироваться? Здравствуйте. Вакцинация от любых заболеваний защищает от той болезни, от которой вы вакцинируетесь. Вот для чего нужна вакцинация. То есть при введении вакцины в организме вырабатываются антитела, которые защищают либо от заражения, либо от осложнения при заражении этим заболеванием. А вот вакцинация против ковида, она обязательна или нет? Вакцинация от ковидной инфекции внесена в национальный календарь по эпидемическим показаниям, прошу прощения. То есть она является обязательной в ситуации повышенного уровня заболеваемости, то есть при неблагополучной эпидобстановке. Большинство звонков поступало от молодых мам, которые хотят защитить своих детей от возможной болезни. Необходимо ли после прививки от гриппа сделать перерыв перед тем, как вакцинироваться от коронавирусной инфекции? Или если ребенок болел, в какой период после болезни можно прививаться? Алло, здравствуйте. Меня зовут Юлия Александровна. Сегодня у вас прямая линия по вакцинации, да? Да, слушаем, задавайте свой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у меня ребенок вакцинировался против гриппа в школе, номер 9. И сейчас дали родителям согласие на прививку от коронавируса. Так. Через какой должен быть интервал между прививками?
Юлия Александровна, добрый день. Оксана Степановна меня зовут, Малушка, я эпидемиолог в больнице. Интервалы между прививками упразднены с декабря 2021 года, то есть их не существует. Можно делать любые разные прививки хоть каждый день. У ряда интинцев возникают вопросы о том, когда нужно делать ревакцинацию. Спустя 6 месяцев по рекомендациям Минздрава или спустя год, когда закончится действие сертификата о вакцинации. Рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Российской Федерации интервал между ревакцинациями 6 месяцев, полгода. Но сертификаты, которые формируются электронно на портале госуслуг, которые просматривают люди привитые, там формулировка звучит такая: годен до, и отсчитывается календарный год, 12 месяцев от последней сделанной прививки. Вот, поэтому вот эти рекомендации ВОЗовские и Минздравовские, они идут вразрез с информацией в сертификате электронном. Здесь мы такую лояльную позицию занимаем, то есть если человек приходит через полгода, он тоже смотрит средства массовой информации, просматривает, прослушивает, он слышит вот эти вот устные рекомендации Минздрава и ВОЗ, да? Пришел через полгода, конечно, мы это приветствуем, мы делаем ревакцинацию через полгода. Если человек занимает принципиальную позицию и говорит: а у меня в электронном сертификате установлен срок год, значит, мы идем навстречу, и мы не препятствуем вот такой позиции. Прививка против коронавирусной инфекции двухкомпонентная. Интервал между введением каждого компонента 21 день. Но бывает такое, что по каким-либо обстоятельствам человек не успевает в назначенный день сделать вторую прививку. Что делать в этом случае? Что касается применения самой вакцины, да, она двухкомпонентная. Она состоит, как и раньше, из первого и второго компонента. Кстати, все другие вакцины перестали выпускаться за ненадобностью. Все, самая эффективная вакцина, уже все установлено и проверено временем, это спутник ВИ, он же гамковид-вак, двухкомпонентный. Мы рекомендуем делать два компонента с интервалом 21 день. Раньше 21 дня вторую прививку делать нельзя. Это противоречит инструкции по применению. Позже можно максимально разрешенный интервал 90 дней между первой и второй прививкой. У многих из прививаемых, как правило, какие-то есть уважительные причины такому большому интервалу. У кого-то по причине болезни, у кого-то по причине отъезда какого-то длительного и невозможности сделать. Вот. А у кого-то и нет причины, просто не пришел. Ничего страшного, в течение 90 дней все допустимо сделать вторую аппликацию. Если вторая аппликация, вторая прививочка, второй компонент по какой-то причине в течение 90 дней не был сделан, значит, электронный сертификат на портале госуслуг в личном кабинете формируется как ревакцинация однокомпонентной вакцины, как будто бы это был лайт, да, вот мы привыкли уже к этому названию, спутник лайт. Сертификат формируется, и от этого дня отсчитывается в электронном сертификате опять же 12 месяцев, и все. По словам медиков, интинцы охотно прививаются. Горожане осознанно принимают решение о необходимости прививки от гриппа. Согласно статистике, более 80% привитых надежно защищены от гриппа, и у них нет серьезных осложнений. На сегодняшний день, в будние дни и в субботу вакцинироваться можно в поликлинике номер 1. По воскресеньям мобильный пункт вакцинации работает в Центре национальных культур. В ЦНК мы проводим вакцинацию взрослого населения только от гриппа. От ковида мы там не прививаем, потому что, во-первых, вакцина требует особых условий хранения. Там мы их соблюсти не можем. Это условия хранения, температура минус 18 и выше, и ниже. Вот. Это первая причина, которая не позволяет нам применять эту вакцину. Вторая причина, у нас там отсутствует электронная медицинская база. Мы не можем
просмотреть, какая прививка, когда у человека была сделана, потому что люди путаются, люди не понимают, что такое первый компонент, что такое второй компонент. Уже многие сделали не одну ревакцинацию. Вот. И чтобы нас не вводить в заблуждение, нам, конечно, нужно иметь либо медицинские книжки, в которых все записи есть, либо перед глазами иметь электронную медицинскую базу, чтобы свериться. Многие звонившие задавали по несколько вопросов сразу. Подобные мероприятия со специалистами различных служб города продолжатся. Сотрудники национального парка Югы-2 совместно с правоохранительными органами Инты провели рейд, в ходе которого выявили факт незаконной добычи рыбы. Браконьером оказался местный житель. 47-летний мужчина в национальном парке Югы-2, не имея специального разрешения, рыбачил на реке Кажим. По данным пресс-службы МВД по республике Коми, мужчина выловил при помощи удочки 91 хариуса. Ущерб составил порядка 170 тысяч рублей. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, дал признательные показания. Улов и удочки полицейские изъяли. Рейды у нас проводятся регулярно. Значит, совместные рейды у нас проводятся с органами МВД. Значит, был рейд с представителем ГИМС. И также проводятся рейды с рыбоохранными структурами. Вот. Ну, как часто, трудно сказать точное количество, но проводится регулярно. Во время навигации, конечно, мы постоянно находимся на реке. Выявляются, нарушителей у нас хватает, но непосредственно таких злостных, прям с рыбой, вот в этом году мы поймали первый раз. Это был случай 27 сентября, потому что, конечно, в основном рыбу выбрасывают. Стараются люди избавиться от нее, потому что это уголовное дело. А так с орудиями лова, это довольно распространенное нарушение. Нахождение на водоеме с орудиями лова. На территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе любительская и спортивная рыбалка. Наказание, которое грозит браконьеру, штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Была оперативная информация, что поехали браконьеры на реку. То есть 27-го мы утром еще были здесь, значит, собрались тут же, сели на машину, поехали на переправу на Кажим, в лодку. И буквально уже после обеда мы обнаружили на реке 2 нарушителей на лодке, в которых при проверке было обнаружено 91 единица рыбы хариус, орудие лова. Значит, с нами участвовал в этом рейде сотрудник отдела внутренних дел, капитан полиции Алимов Александр Владимирович. Совместными усилиями мы это выявили. Значит, это будет уголовное дело, там ущерб большой достаточно, потому что на территории парка там идет кратность за нарушение. Хочу добавить, что, наверное, это будет не последний случай, потому что нас сейчас снабжают техникой достаточно хорошо. На следующий год мы будем обеспечены значительно лучше. Напомним, Юга-2 является самым большим национальным парком в России и в Европе. Его площадь составляет около 2 миллионов гектаров, протяженность свыше 300 километров. В 1995 году парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Девственные леса Коми». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.